Добрый вечер. В эфире телекомпания сети «Риштон», программа «Вечерняя смена». Сегодня у нас заявлено несколько интересных тем. Итак, мы начинаем. В студии Федор Сухарников. Итак, я вам с удовольствием представляю наших первых гостей. Начальник управления культуры АМС города Владикавказа Руслан Марзоев и председатель комитета по туризму нашей республики Заурбек Кадзаев. Добрый вечер. Добрый вечер. Как ваше настроение? Отлично. Собственно, хотел с вами обсудить следующую новость. По-моему, она замечательная. Фестиваль остинских пирогов выходит на международный уровень. Об этом неоднократно на этой неделе говорили ваши коллеги. Председатель правительства Ирина Азимова, зампредседателя, говорил о том, что хорошо бы вывести фестиваль на международный уровень. Единственное опасение – пандемия. Опять-таки говорили и о фестивале остинских пирогов в парламенте. Выделена определенная сумма для того, чтобы это мероприятие прошло максимально масштабно, торжественно, с привлечением как можно большего количества людей из Центральной России и из-за рубежа. Заурбек, давайте начнем с вас. Я так понимаю, к этому фестивалю приурочено несколько блок-туров. Что это за блок-туры и какую работу ведет ваше ведомство в популяризации этого замечательного фестиваля? Важное для нас мероприятие является событийным мероприятием для всей республики, но в частности для туризма. Это отдельная возможность привлечь в республику туристов на конкретное мероприятие. Как говорится в поговорке, хлеба и зрелищ хочет народ, и с годами ничего не меняется. Поэтому, приезжая в республику, посмотрев все наши красоты, нужно их заинтересовать еще каким-то событийным мероприятием. Подобным мероприятием является фестиваль остинских пирогов. И в рамках него мы, конечно, будем готовить программу туристической направленности. Это блок-туры, это инфотуры уже для туроператоров, организаций, кто работает в этой сфере. Разработаны определенные маршруты, чтобы посетить практически все уголки республики. Это за 2 дня до самого мероприятия. Потом возвращаемся во Владикавказ и уже посещаем саму площадку мероприятия, где знакомятся с мастер-классами остинских пирогов, сталкиваются, пробуют, дегустируют пироги и со всей основной программой мероприятия. Это позволит нам, скажем так, вручную сопроводить туристов, показать все прелести этнотуризма, остинского, гастрономического туризма. И в том числе там будут, повторюсь, присутствовать турагентства и туроператоры внешние из других регионов, которые в дальнейшем будут работать на наш регион. Планируем, что будут работать и направлять к нам уже туристов. Так что это первое масштабное всероссийское мероприятие, которое станет в одном ряде из событийных мероприятий. Скажу заранее, еще прорабатывается несколько мероприятий. Как только они будут готовы к освещению, мы о них тоже расскажем. Но остинские пироги – это самое важное, потому что пироги уже, скажем, вышли за границы республиканской территории, во всей стране их знают, и это бренд, который нужно дальше развивать и пользоваться этим. Заурбек, в связи с этим вопрос. Как будете завлекать туристов из России в Осетию? То есть многие про пироги знают все абсолютно. Это наш главный национальный бренд, который явно недооценен. Но, тем не менее, чем будете завлекать? То есть, какие должны быть поэтапно выстроены, условно говоря, месседжи, сообщения для аудитории, чтобы люди, которые абсолютно ничего не знают про Осетию, приехали сюда и не только вкусили пирогов, но и познакомились с историей, культурой, достопримечательностями нашей республики? Каждый турист, он со своими интересами приезжает на отдых. Можно говорить об активном туризме. Это категория людей, которые ищут адреналин. Это восхождение, альпинизм, это прыжки с парашютом, это рафтинг по реке. В зависимости от интересов сам человек выбирает, куда он едет и зачем едет. Каждое из этих направлений отдельно продвигается в социальных сетях, на различных площадках, на тематических форумах. Подготовлены имиджевые фильмы, ролики, конкретные маршруты расписаны у нас, и не только расписаны, даже отсняты в этом году. О них нужно заявлять. Если говорить откровенно, предыдущие годы работа осуществлялась местечково. В основном эта работа проделывалась либо в республике, либо в СКФО. В республике ее уже нет необходимости осуществлять эту работу, потому что турист уже приехал. Смысла продвигать продукт здесь нет абсолютно никакого. Поэтому нужно выходить на центральные регионы России, продвигать в крупных городах, мегаполисах и взаимодействовать с туроператорами. Завлечь можно разными механизмами. Это опять самое первое — социальные сети, это реклама, это буклеты, флайеры, которыми по старинке распространяли, из рук в руки раздавали. Но все-таки номер один сегодня — это интернет. К примеру, можно сказать об Инстаграме. Каждый из
индустрии туризма в республике иметь свою страничку, туроператоры, гиды, различные услуги. И своими силами они продвигают каждую свою услугу. Ну и в то же время комитет по туризму подключается уже более масштабно, взаимодействует с соседними регионами и крупными туроператорами российскими. Помимо фестиваля, вкратце еще скажу, мы в этом году проведем 2 крупных инфотура по республике. Нас посетят порядка, в общей сумме, наверное, человек 100 из различных регионов. На 2 этапа мы их разделим, покажем все прелести, все достопримечательности нашего региона. И надеемся, это даст какой-то результат. Соответственно, и турпоток будет увеличиваться. Заурбек, не могу не спросить, а ведется ли какая-то работа по привлечению туристов из-за рубежа? Потому что, несмотря на пандемию, как показала практика, за небольшой период весна-лето город посетил огромное количество туристов. То есть мы периодически делали репортажи и сами не ожидали. Все-таки, видимо, пандемия дала толчок внутреннему туризму. Помимо этого приезжали люди с Кипра, Гватемала, аргентинцев встретили. Ну, в общем, огромное количество даже из-за рубежа было. Огромная делегация была из Великобритании, хотя вроде бы граница была закрыта. Работа ведется, но пока пандемийная вот эта пауза, скажем, ограничения существующие, в этом году, конечно, мы ее прекратили. В пример приведу 2019 год. Мы отрабатывали с туроператорами Ирана возможные потоки сюда. Это не разовые группы и не маленькие группы, которые бы на постоянной основе приезжали в Осетию. Даже уже была достигнута договоренность с местным туроператором, который в совместной работе с туроператором Ирана готовил программы пребывания здесь. Они были нацелены на абсолютно разные слои населения, скажем так, по толщине кошелька каждого. Это и VIP-туры были, и эконом-класса. И надеемся, когда ограничения снимут, с Ираном у нас продолжится работа, потому что иранский клиент, скажем так, иранский турист потенциальный, он, скажем, освоил уже Москву, Санкт-Петербург и Грузию, насколько мы знаем. Им хочется дальше. И вот они присмотрели Северный Кавказ, в частности, Северную Осетию. И результат, надеюсь, будет. Если говорить о других странах, то приходится их чуть ли не в ручном режиме точечно отрабатывать, находить крупных туроператоров, которым предлагается наш продукт. Он формируется уже по запросам самого туриста, какие у него существуют интересы, и мы под них подстраиваемся. Если это активный туризм, опять-таки, в пример, который я приводил, мы акцент делаем на него. Если это паломнические маршруты, либо этнотуризм, точно так же готовится программа и маршрут под конкретных людей, чтобы им было интересно приехать. И как только начинается спрос у туроператора за границей, мы опять-таки направляем все больше и больше предложений, новых маршрутов, и тут приходится уже иногда ценовой политикой играть, опускать цены нашим туроператорам, ну, в дальнейшем, чтобы поток увеличился. Скажем, экономически, если размышлять, сначала, наверное, нужно освоить российский рынок, а потом уже масштабные планы на заграничного туроператора у нас начнутся, но пока мы работаем внутри России. Весь акцент работы на внутрироссийского туриста. Спасибо, Заурбек. Руслан, насколько нам стало известно, мы возвращаемся опять к главной теме фестиваля «Остинских пирогов». В настоящее время ведется работа по пошиву национальных костюмов, элементов одежды этнических всяких, плюс готовятся декорации. Все к предстоящему фестивалю. Не могли бы вы поподробнее Ну, я думаю, что здесь, рассказать? наверное, немного преувеличили ваши коллеги-журналисты, то есть пока масштабной такой работы не ведется, то есть мы делаем какие-то моменты, готовим, которые потом потребуют много времени, и лучше сделать это заранее. Поэтому речь идет не о пошиве там, национальных костюмов, а некой униформы, в которой будут волонтеры находиться, которая будет стилизована под национальную, для того, чтобы их можно было легко нашим гостям узнавать на площадках. Вот. Какие-то делаются декорации, но это такие несколько крупных декораций, которые, там, Остинский дом, например, ну, процесс изготовления займет там несколько месяцев, и поэтому мы начали сейчас. Руслан, а Вот. где можно эскизы посмотреть? Потому что мне интересно, наверняка не только мне, но и нашим телезрителям, да и коллегам-журналистам. Я думаю, спешить не стоит. Я могу вот аналогию с Новым годом сейчас провести, когда все поспешили из технического задания Нового года выкинуть чертежи на всеобщее обозрение новогоднего оформления, и все начали обсуждать, какое же новогоднее оформление получится. В итоге оно получилось таким, что ну вот
в жизни оно совсем другое. Это смотрится интереснее живьем, чем просто чертежи на бумаге. Поэтому я думаю, что не стоит сейчас вот пытаться увидеть заранее все это. Я думаю, это будет интересно, ярко и необычно. Такого фестиваля, такого масштаба мы в республике не делали. И здесь, мне кажется, просто надо набраться людям терпения, дождаться, увидеть все живьем, как это будет выглядеть. У меня, собственно, к вам вопрос. А вы были вот на последнем фестивале, который проводился у нас относительно недавно? У нас был День города, в рамках которого мы Да, всегда всё верно. проводим фестиваль пирогов, да. Что вам понравилось, что не понравилось? Вот вы, как со стороны организаторов, какие можете сделать замечания, либо, наоборот, отметить какие-то... Ну, мы какие-то моменты просто Достижения. попробовали в этом году. То, что мы будем делать, это в плане внешнего вида, как это будет сервироваться, как это будет подаваться, как эта логистика будет выстраиваться. Пробовали, где-то ошибались, где-то какие-то удачные были моменты. Но вот по словам тех людей, кто непосредственно именно пирогами занимался в этот день, они сказали, что это был самый хорошо организованный за все годы фестиваль пирогов. Мы испекли более 2000 пирогов в этот день и накормили этими пирогами всех, кто пришел на праздник. Я наблюдал ажиотаж, какой происходил на площадке. Да, вот, ну, задача грядущего фестиваля, конечно, эти объемы увеличить, потому что гостей будет несоизмеримо больше, праздник будет несоизмеримо больше, он не один день, вообще сам праздник, если из программы, это недельный праздник, а вот 2 дня это на набережной по улице Колка-Кисаева. Там будет 2 дня большой праздник остинских пирогов уже для всех горожан и гостей. Руслан Заурбек, давайте поподробнее. Ну, вот приезжают туристы из России, которые про Кавказ что-то, в общем, знают. Про Северную Осетию знают, в общем-то, немного, предположим. И люди, которые абсолютно не знакомы ни с культурой Осетии, ни с традициями местными, они ожидают увидеть все стереотипы о Кавказе, которые бытуют в большой России, скажем так. Папаха, черкеска, лезгинка, оса и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, чем будет наполнен, какой интерактив, помимо еды, помимо остинского пива, собственно, ну вот почему я вас и спросил о декорациях, о костюмах. Ну, у нас сам фестиваль, как я сказал, уже длится неделю, и эту неделю не только мы работаем, да, госструктуры, скажем так, над этим фестивалем, но работает и весь бизнес, мы подключаем бизнес-сообщество, то есть и рестораны, и гостиницы, и наши объекты культуры. Все это работает на фестиваль, на имидж нашей республики. И, соответственно, человек, приезжая, там, заселяясь в гостиницу или контактируя с туроператором, он уже знает, что в течение недели его будет ждать, какая программа. Он может эту программу в городе пройти, он может, то, что говорит Заур, уже готовые туры, готовый человек может поехать по республике. Хочешь вечером выйти, прогуляться, отдохнуть, попасть в какое-то культурное учреждение, там тоже идет каждый день что-то, в театрах идут спектакли, там в парке идут концерты, кинопоказы и так далее. То есть все, что у нас есть, мы все, пожалуйста, показываем То есть, условно, нашему гостю. на 2-3 дня презентуем. республика объединится одной большой идеей. На неделю даже. На неделю. да. Это великолепно. Вот. Ну, Заур, если что-то добавит еще. Ну, фактически нечего добавить. Единственное, бы отметил, что постараемся те организованные группы, которые мы привезем, может быть, со стороны Кавминвод, где у нас санаторий, вы знаете, если это будет несколько автобусов, каждому будет прикреплен гид, и группа получает максимальную программу прямо в сопровождении нашего гида. Это и мастер-класс, это и возможность продегустировать пироги, это возможность, может быть, в каких-то соревнованиях поучаствовать, которые, возможно, будут в рамках этой программы. Мы рассматриваем возможность привлечь активный туризм, не на площадку, конечно же, а именно во время проведения самого фестиваля в ущельях нашей республики. И опять по желанию гостя, если он приехал за активным отдыхом, он поедет в горы. Если за пассивным, он посетит сначала наше мероприятие, вкусит пирогов, что является главным мероприятием этого фестиваля, а потом уже отправиться отдыхать по полной программе. Я не думаю, что человек, приехавший отдыхать в Осетию, он приедет только на фестиваль. Попав сюда, он попытается спланировать свой отдых так, чтобы он здесь задержался не на 2 дня, а может быть на 4, либо неделю. Надеемся, мы все их пожелания сможем удовлетворить, угодить им всеми услугами, которые у нас в туризме существуют. Ну, на мой взгляд, Осетии есть что предложить. Как вы уже сказали, это активный отдых, восхождение на вершины, рафтинг, активный трекинг в горах. Помимо этого, гастрономические удовольствия огромное количество. Бесконечное
количество культурных объектов, исторических объектов. Мы с нетерпением ждем тогда наступления фестиваля. Соответственно, от вашего ведомства ждем эффективной и качественной работы по привлечению новых туристов и новой аудитории в нашу республику. Я вас благодарю. Мы уходим на рекламу. Вечерняя смена на канале «Сети Риштон», и мы продолжаем. В последние несколько лет активно ведется работа по укреплению берегов на малых реках Алагирского района. И подобная работа ведется и в других районах. И об этом мы сегодня поговорим с заместителем директора ГБУ «Дирекция по выполнению природоохранных программ» Русланом Чиевым. Руслан, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время в конце недели заехать к нам в студию. Расскажите, пожалуйста, вот мы постоянно слышим, ведется работа по укреплению малых рек, Алагирский район, Ордонский район. Для чего это делается? Насколько это целесообразно? То есть, ну, понятно, мы в ожидании весенних паводков, но последние несколько лет вроде как все обходилось. Конечно, да, в связи вот с вот этой тенденцией последние годы, вот, например, в прошлом году я, например, вспомню 2-3 дня таких вот снежных за зиму. И, в принципе, это способствовало тому, что в 2020 году паводки прошли практически не нанеся ущерба. Но как эта стихия спрогнозировать трудно. Например, на моей памяти самое недавнее, это был 2017 год, июнь-июль, когда потопило селение Биракзанг, Црау. В Црау был очень такой серьезный паводок, подмыло мост, вот, если помните. То есть это никак не спрогнозируешь. Вообще паводок в Осетии – это совокупность осадков и совокупность выпавшего снега, накопленного за зиму в горах. То есть, ну, обычно это июнь, пока вот он успевает оттаять. В случае сильного ливня, то вполне возможно поднятие, причем поднятие уровня рек на тех реках, где раньше не было такой опасности. Например, вот мы вспомним, в 2010 году в Майрамадаге пошел волновой паводок, даже погибли, вот я насколько помню, там 2 девушки. То есть с 2010 года, ну, в принципе, это поспособствовало то, что мы там за эти 10 лет, наверное, раза 3-4 проводили работы в Майрамадаге. Но и другие тоже. Ну, спрогнозировать невозможно, где это пройдет в следующий раз. Единственное, можно только готовиться, приспосабливаться, планировать. Вот, в принципе, что мы и делаем последние 2 года. В частности, в 2018 году, в конце 2018 года, Министерством природных ресурсов была приобретена собственная техника в лизинг. То есть мы уже не привязаны К подрядчикам? То есть провести работы, это тоже, это заложить в бюджет, обосновать это мероприятие, потом провести аукцион, заключить контракт. Это вот все требует много времени. В частности, когда у нас уже своя собственная техника, мы можем оперативно в течение, наверное, 3-4 часов перекинуть технику в тот участок, где произошло ЧС. Ну, для того, чтобы ЧС не происходили, простите, что вас перебил, необходима постоянная систематическая работа по укреплению эта береговой техника линии. задействована в работе практически круглый год. Естественно, она в основном работа проходит в Алагирском районе, потому что Алагирский район – это самый проблемный район в этом плане. В прошлом году мы там работали. Вот, кстати, на данный момент техника там находится, в частности, селение Хатаудон.
Насколько я знаю, в прошлом году, вот за 2020 год, там порядка 20 до 30 километров русел было расчищено Да, во да, избежание паводков. да. Потому что нас интересует прежде всего безопасность наших жителей, сельских районов, опять-таки Лагирского района, которые подвержены воздействию стихии. Как так вышло? Вы мне подскажете? Вот работы активно ведутся там 18, 19, 20 год. А до этого смотришь, я так погуглил, скажем так, информацию, и получилось то, что у нас за 20 лет достаточно как-то работы очень вяло шли по укреплению береговой линии. А последние 4 года регулярное финансирование, регулярное выполнение работ. Каждый год ваше ведомство отчитывается о проделанном объеме работ. Да, вот даже я проведу небольшой анализ с 2015-16 до 2016 года, в частности, у нас было возведено строительство берегоукрепительных сооружений. Это самое затратное мероприятие, считается, строительство берегоукрепительных сооружений. Это два мероприятия в Суодаге и в Рассвете, селение Рассвет. С 2016 года у нас только на 2017 год было запланировано 3 строительства берегоукрепительных сооружений. Это в селении Хазнидон, в селении Хатаудон и в селении Ноккау. Конечно, это вот очень, как вы видите, большая разница с предыдущими годами. В 2019 году также было строительство берегоукрепительных сооружений на реке Кизилка в селении Кирова. То есть это огромные суммы с федерального бюджета, которые получилось у нашего руководства республики добиться, потому что это действительно было необходимо. У нас раньше, насколько вы помните, раньше постоянно, каждое лето у нас был ущерб от паводков. За последние 2-3 года мы это контролируем, можно сказать. То есть, насколько я знаю, вопрос на контроле главы республики Вячеслава Битарова. да. И, собственно, он вел переговоры с Минприроды о том, что необходим бюджет, потому как, ну, вот такое ощущение, что до прихода Битарова никакой работы в данном направлении не проводилось. Да. Помимо строительства еще и капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, ремонт которых не проводился со времен Советского Союза. Которые... Вот мне удивительно, а как так вышло? Проблема есть, ее не решают. Там проходит 10 лет, 15 лет. Я, к сожалению, не могу сказать, с чем это связано. Я человек, работающий конкретно на мероприятии, выполняя техническую часть. Единственное, что я могу подтвердить, это действительно просто небо и земля, что на данный момент идет какое финансирование. То есть каждый год у нас объекты, очень крупные объекты с федерального бюджета, которые практически каждый год это какое-то очень важное мероприятие для республики согласовывается. Руслан, такой вопрос. Вот мы говорим о работе по укреплению береговой линии, берегоукрепительной работы, а многие наши телезрители до конца не понимают. Можно вот детально, прям пошагово рассказать, в чем заключается смысл этих работ, как ведется укрепление береговой линии, то есть какая техника используется, так, чтобы было понятно даже школьникам? На данный момент нами реализуется 3 вида мероприятия. Первый вид – это самое простое – расчистка русла реки. Расчистка русла реки, в частности, что мы и делаем, это собственной техникой своей, которая у нас на балансе. Это расчистка русла от наносов, укрепление берега крупным камнем. Данное мероприятие рекомендовано Федеральным агентством водных ресурсов выполнять раз в 3 года. Фактически, в принципе, на некоторых участках того же Лагирского района, проблемных, например, селение Црау, селение Дзорикау, селение Суодак, нижняя часть, там это надо делать каждый год. Река Ардон не зря носит такое название. Периодически бывают какие-то происшествия. Выход из русла, поднятие уровня воды.
Река Ардон на самом деле, можно сказать, осталось одно название, потому что, во-первых, она регулируется выбросом Русгидро, то есть они уже могут контролировать уровень воды, контролируется уровень воды. Во-вторых, фактически на реке Ардон на всем протяжении стоят дамбы. Да, большинство из них в плачевном состоянии, но каждый год у нас практически какое-то мероприятие. На одном из этих участков мы делаем капитальный ремонт. Например, в прошлом году мы завершили капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений как раз вот на реке Ардон. Мы делали сюжет, просто я выезжал и помню, Да. почему вас и спросил. Также вы проводили в течение 2020 года работы на реке Терек. Не подскажете, в каких районах республики и какие работы были проведены? В 2020 году мы проводили работы на реке Терек собственной техникой. В данном случае работы проводились в границах города Владикавказ. Работы выполнялись по укреплению дамбы на реке, в частности, укрепления парапета. В принципе, помимо этого, техника также задействована по, например, непрофильным для нас мероприятиям, например, по просьбе глав администрации. Мы, вот, например, в том году работали на водозаборе городском, по указанию главы республики. В этом году на водозаборе в Алагирском районе тоже мы помогали. То есть помимо нашего профиля мы еще стараемся как-то помочь администрациям районам, потому что у многих техники нет своей и нет возможности как-то вот оперативно вот эти вопросы решать. Руслан, скажите, пожалуйста, вот кто контролирует качество выполняемых работ? Кому вы сдаете, собственно, работу? Кто принимает? Качество работ непосредственно контролирую я, как и руководитель нашего учреждения, как и министр природных ресурсов, мой непосредственный руководитель. И контроль ведется на каждом этапе. То есть, если это работы, выполняемые нашей техникой, то, естественно, мы эти работы принимаем сами, контроль за нами. Точно так же, если это строительство, мероприятие, которое выполняет подрядчик, который был определен в результате конкурса. Точно так же работы контролируем мы, специалисты Минприроды и ГБУ дирекции. При сдаче мероприятия, в частности, если это строительство берегоукрепительного сооружения, мы принимаем это сооружение на свой баланс и в дальнейшем его эксплуатируем. Но эксплуатация, в частности, ГТС, это мониторинг его состояния и в случае необходимости точно так же поставить технику, если где-то намыло, где-то, такое очень редко. Если сооружение новое, построенное, то там необходимости в ближайшие 10 лет выполнения каких-либо работ на этом сооружении необходимости нет. Руслан, хотел вас еще спросить вот что. Начата масштабная работа планируется до 2020 года или в 2022 году планируются масштабные работы по укреплению береговой линии реки Терек, город Беслан. Все верно? Насколько я знаю, в настоящее время разрабатывают проектно-сметную документацию, инженерные изыскания идут. Да, в данный момент разработана проектно-сметная документация. Этот объект уже запланирован на финансирование, на субсидирование из федерального бюджета Федеральным агентством водных ресурсов на 2022 год. Проектно-сметная документация разработана, мы будем подавать в феврале, в марте заявку на финансирование на 2022 год Федеральное агентство водных ресурсов. Объект протяженностью 1300 метров, будет отремонтирована стенка.
объем финансирования из федерального, общий объем финансирования 185 миллионов. Это тоже очень крупный объект. И главные жители Бесфона давно его ждут. И, насколько мне известно, несколько раз планировалось введение этого объекта, но каждый раз откладывали. Да, в принципе, мы уже с прошлого года разработана проектно-сметная документация. Ну, думаю, 99% этот объект будет реализован. Но, в частности, добавлю, что практически недалеко от этого участка, на другом берегу, уже там находится дамба по защите селения Фарн. Тоже в прошлом году мы завершили этот объект. То есть в прошлом году у нас получается, в принципе, 1 год мы отремонтировали два ГТС, что тоже, судя по предыдущим годам, довольно было редкое явление, такие объемы финансирования. Руслан, спасибо вам большое за интересную беседу. Мы с нетерпением ждем весны. И надеемся, что в этом году обойдется без паводков. Никто из граждан нашей республики, ни одно село не пострадает. Вам еще раз спасибо. Будем пристально следить за вашей работой. Мы продолжим буквально через несколько минут. Реклама на канале Осетия Рештон. В эфире программа «Вечерняя смена», и мы продолжаем. А у нас новые гости, и я вам с удовольствием представляю. У нас в гостях Ольга Владимировна Кононова, заведующая отделом технического творчества Республиканского дворца детского творчества нашей республики. Также у нас в гостях Сергей Русланович Джемов, профессор, заслуженный работник образования Республики Северная Осетия Алания. И, конечно же, Юрий Витальевич Дмитрак, ректор Северокавказского горно-металлургического института. Добрый вечер. Добрый вечер, очень рад вас всех видеть у нас в студии. Юрий Витальевич, у вас было какое-то срочное сообщение, вы могли бы, собственно, им поделиться? Ну, добрый вечер. Собственно говоря, это срочное сообщение касается всех абитуриентов, безусловно, родителей нашей республики. Я хотел бы напомнить, и сейчас спасибо большое за предоставленную возможность, я сейчас обращаюсь прежде всего ко всем абитуриентам, ко всем родителям абитуриентов, которые волнуются. Дорогие друзья, у вас остались 2-3 золотых дня для того, чтобы правильно заполнить заявление на сдачу единого государственного экзамена. И хочу вас обратить внимание, я буду говорить прежде всего за свой вуз, что если вы в заявлении не напишете, что вы изъявляете желание сдать профильную математику, физику, а на некоторых наших айтишных специальностях, естественно, информатику, на некоторых направлениях подготовки химию или биологию, но я остановлюсь все-таки на профильной математике и физике, вы не то что в СК ГМИ, вы ни один технический вуз Российской Федерации не поступите. Поэтому я и пришел сегодня, еще раз огромное вам спасибо. Поверьте мне, у меня колоссальный опыт, к сожалению, бывает безумно обидно, когда ребенок, уже не ребенок, а уже взрослый человек, да, хочет подать заявление в СК ГМИ, приходит, а у него ни профильной математики не заявлено, соответственно, он не сдавал ЕГЭ, ни физики, и приходится отказывать. Хотя отличный аттестат. Я еще раз обращаюсь к абитуриентам. Дорогие абитуриенты, не бойтесь, пишите. У вас еще есть, повторяю, 2 дня, включая 1 число, 1 февраля, но лучше не затягивать до 1 февраля. Вот завтра придите в школу, напишите заявление на профильную математику, на физику. Не надо бояться. Я вам гарантирую, у нас великолепные преподаватели физики и математики. Мы будем открывать, естественно, традиционно дополнительный набор. Это абсолютно бесплатно, курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ. Мы готовы в дальние районы организовывать, так как мы это всегда делаем, выездные обучения, где-то, наверное, по субботам, воскресеньям. Самое главное – ваше желание. И я вам гарантирую, что средний троечник с нормальными базовыми знаниями по математике, по физике спокойно наберет после занятий с нами 50-60 баллов, 100 баллов я вам не гарантирую, но при вашей ударной работе в течение 3 месяцев, которые остались до сдачи ЕГЭ, вы спокойно наберете 50-60 баллов и поступите в Северокавказский горно-металлургический институт.
Еще раз, уважаемые родители, поговорите с вашими детьми. Это очень важно сейчас правильно написать и правильно заявить вот те самые предметы, о которых я говорил. Спасибо. Спасибо вам. Хотел с вами сегодня в том числе поговорить вот о чем. Не так давно у нас в республике стартовал 18-й республиканский конкурс «Ступень в науку». Да. Ольга Владимировна, наверное, вы больше информации владеете по этому вопросу. Насколько мне известно, было заявлено более 200 работ от молодых изобретателей и молодых ученых. Что это за работы? Кто эти дети? Что они представляют? Этот конкурс, да, действительно уже 18-й, с 2003 года проходит. Это конкурс, мы выявляем способности детей в различных сферах творчества. У нас 22 направления по различным предметным направлениям. Этот конкурс проходит в два этапа, заочный и очный. Сначала мы собираем работы детей, представляем экспертным советам, проверяем на плагиат. А потом вот сейчас, буквально на этой неделе, у нас проходила конференция. Это в очном этапе. Дети защищают свои проекты. И потом по результатам идет награждение у нас, еще спонсоры награждают. И в итоге Дворец пионеров, можно я буду так по-старому, Дворец пионеров? Для меня он тоже дворцом пионеров останется навсегда. Да, с 2006 года мы являемся региональным центром национальной системы интеграции. И участвуем во всероссийских их конкурсах, таких как «Национальное достояние России», «Первые шаги в науке», «Моя законотворческая инициатива» и многие другие. И так как мы региональный центр, то вот они нам позволяют не участвовать в их заочном отборе. Мы сами делаем отбор и направляем детей на эти конкурсы. Ну, конечно, работы бывают очень интересные. Давайте поподробнее про работы. Ну, Вот про что какие? вас удивило, что вам понравилось? Вы, насколько мне известно, во Дворце пионеров курируете техническое направление. Да, техническое направление. Здесь Юрию у Витальевичу нас... тоже будет интересно, потому что это Здесь, все потенциальные да, его в абитуриенты. техническом направлении у нас очень много работ. Например, в секции информационные технологии дети пишут программы по каким-то изобретениям своим. Есть у нас такое направление, как микроэлектроника. Там дети создают различные модели с помощью конструкторов Arduino. Есть робототехника с конструкторами Lego программируемыми. Есть у нас авиамодельное объединение, есть конструирование, моделирование, занимательная инженерия. У нас очень много направлений по техническому творчеству. Ольга Владимировна, а вот 200 работ, это же огромное количество, это порядка более 200 участников. А вот можно ли прийти посмотреть эти работы? То есть, ну, интересно же, что наши младшие, что школьники делают, чем они увлечены. Конечно. Это все, то есть, в свободном доступе во У Дворце нас пионеров? это все свободно. В этом году просто мы не ожидали, что мы будем проводить очно из-за пандемии. Но у нас было и 400 работ, и больше в былые времена. А сейчас у нас, если конкретно, то 216 работ. Из них заочно мы очень в тесном контакте с Карачаево-Черкесским университетом. Они тоже проводят всероссийский конкурс научных работ. И вот мы у них участвуем, они у нас. Они нас потом приглашают в научно-исследовательскую школу в Теберду. И вот так работаем. Привлекаем нашу молодежь, детей. Они с удовольствием. По робототехнике мы на Робофест фестиваль выезжаем постоянно. Мы были в Москве, в Краснодаре, и в Сочи. Ну, порадуйте, наши же занимают первые места. Конечно, конечно. А еще те ребята, которые у нас занимаются, и наша школа программистов, она, в общем-то, сильна была, и они без проблем поступают в различные всероссийские вузы, где потом устраиваются на работу успешно. В общем, не подводят нас, мы за них не краснеем. Уважаемые гости, вот сегодня у нас собрались ректор, профессор, и вы, как преподаватель, человек, работающий с детьми долгое время. Да. Все из вас работают с молодежной аудиторией, и не могу вас не спросить. Хотелось бы вернуться к событиям недельной давности. Наверняка все смотрят телевизор, у Да. всех мессенджеры.
У нас свободная страна, демократическая. Каждый имеет право на волеизъявление, если это все согласовано с законодательством Российской Федерации, с Уголовным кодексом Российской Федерации. Что мне очень не понравилось? Огромное количество детей, несовершеннолетних, школьников, которые втянуты в какие-то политические интриги взрослых. Скажем откровенно. Социальные сети, Инстаграм, ТикТок открыто призывали несовершеннолетних, молодежь, выходить на акции протеста, не согласованные. Мне хотелось бы ваше мнение и ваше видение этой ситуации. Давайте начнем, наверное, Сергей Русланович, с вас. Ну что ж, уважаемые мои собеседники и коллеги согласятся, наверное, со мной в том, что вы справедливо сделали акцент на не только противоправном участии молодежи в политических мероприятиях, но и, конечно же, отметили, что социальные сети сыграли здесь, мягко говоря, неблаговидную роль. Более того, попираются общие принципы нравственности, попираются историческое, даже наше прошлое. Совершенно верно, мы должны строить свою жизнь, ориентируясь на наше законодательство, но не в меньшей степени мы должны ориентироваться и на нашу совесть, на тот дух, который есть в каждой семье. Ни в одной семье Осетии, ни на севере, ни на юге, ни на западе, ни на востоке никогда не приветствовалось антиобщественное поведение. Я, наверное, уже 40 лет работаю в образовании. И, честно вам скажу, Юрий Витальевич еще более меня, кстати, ректор, он же и профессор. Вот, честно вам скажу, приходилось нам встречаться со всякими. Вот даже родители, которые занимали те или иные немалые должности, извините, должности в кавычках, в криминальных сферах, никогда не хотели своим детям вот это продолжение их судьбы. Вот своеобразный парадокс. А здесь же дети пошли, не спрося мнения ни родителей, ни педагогической общественности, и самое главное, не спрося свое собственное мнение, свой разум. Они становятся разменной монетой в той политической игре, которую ведет против нас и тот же господин Байден, и та же госпожа Меркель. Россия никому не нужна, как сильная держава. И в 90% этих всех случаев они очень умело подогревают ситуацию. Психологические факторы задействованы, понимаете? Вот это стремление молодежи отличиться, силой силушку превозмочь, стравить поколение. Почему бы молодежь не пошла и не показала, что физически она более сильная, чем те же сотрудники ОМОНа или там ГРОМа или еще какой-то другой организации. И вот здесь хватит малой искры, чтобы, как говорил поэт, большую жечь дубраву. Конечно же, слава Богу, мы в Осетии во многом, благодаря мудрости наших старших и родителей, и педагогов, понимаете как, на протяжении 30 лет не видим той вакханалии, которая иногда разворачивается. Я прошу прощения еще вот. Призываю всех вас вспомнить события 90-х, 80-х, 90-х годов. Москва, переполненные Лужники, и аплодируют человеку, которого бедного хотели сбросить в воду и сбросили, но он выплыл и так Дело далее, и так далее. уже, если вы про Бориса Николаевича. А сейчас бедного вдруг спецслужбы мощного государства, оказывается, хотели отравить, и бедного не отравили. И он аккуратно приезжает к нам в канун инаугурации. Мне вот что хотелось вас спросить. Я не знаю, попадалась вам эта запись или нет. Где-то на Дальнем Востоке стоит цепь детей, за ними взрослые протестующие, а дети оказались между ОМОНовцами и старшими. И мне очень не понравилось. Фашистский почерк. Ну, ребята, это же фашисты по минному полю пускали женщин и детей. 1945 год. Конечно. Германия в отчаянии. Англичане, американцы и советские войска на подступах в Берлине, советские войска уже в пригороде. И Гитлер-Юрген вперед. И Гитлер выкидывает вперед 14-15-летних пацанов необстрелянных, которые просто
погибали пачками, то есть это покосило целое поколение. Понятно, что Германия был враг Советского Союза в жесточайшей войне. Понятно, что мы только что отметили 75-летие этой великой победы. Но ну, я когда смотрю, мы же живем вроде бы, у нас внешних врагов, ну есть они, но это внутри страны все происходит. Как так можно прикрываться детьми? Можно. Дело в том, что мы задолжали нашей молодежи. Когда я был молодой, правда, это было в конце прошлого века, но слава богу, что в конце, работал немножко и в правительстве, создали мы ассоциацию «Юные дарования Осетии», это еще правительство до президентства. Так вот, педагогическая общественность задолжала. С чего началась наша передача? Для меня ошеломляющая роль, что мы чуть-чуть не прозевали возможность, о которой говорит Юрий Витальевич, нашу молодежь сориентировать на то, чтобы они пока получили возможность хотя бы поступать в технические вузы. Понимаете? С другой стороны, если взять статистику, когда-то я проверял, опять-таки, в конце того века, Дворец пионеров, возьмем, сколько людей ходило тогда и сколько сейчас. А в каждом районе были дома детского творчества, технического творчества. Вот нынешний наш председатель, директор архива, умница Елена Шамилевна Тебьева, кстати, возглавляла один из них. Общественные организации. А плюс еще сейчас обстановка пандемии. В течение года педколлектив оторван от детей, понимаете как. И западный штаб-квартира Лэнгли в США очень умело воспользовались этим, понимаете как. Естественно, детей будут выводить. Сергей Русланович, если позволите, наверное, имеет смысл обратиться к родителям, ко всем, и сделать акцент на то, что прежде всего детям нужно хорошее образование. Конечно. Гуманитарное, техническое, общее образование в школе, далее там среднее, высшее образование. И если хотят заниматься политикой, пожалуйста, но потом в рамках правового поля. Естественно. Просто Более того, политклубы у нас были когда-то во дворце. Дискуссионные клубы. Конечно. Вот, Дебаты у нас уничтожены как формат практически. естественно. Но это наша школа виновата. Немножко, понимаете как. Просто Потому что удивительно вот то, это что- ЕГЭ, которое давит. Хорошо, Юрий Витальевич нашел возможность, приехал, оповестил, я думаю, и другие ректора. Я, слава богу, работаю во всех государственных вузах Осетии. Слава богу, не при нынешних ректорах. То есть я, в общем-то, независим. И могу сказать, они все неплохие. Они стараются, чтобы наша республиканская высшая школа осетинская выжила. С таким трудом мы создавали вузы. И как легко этому вузу, любому, сойти в политическое небытие. Поэтому, наверное, совершенно верно вы говорите, может быть, есть смысл и еще раз вернуться, пользуясь случаем, что Юрий Витальевич здесь, а в дальнейшем, конечно, когда-то я вел социальную педагогику раз в неделю. Ну, тогда это государственный был канал. Вот, опять-таки, в том веке. Понимаете как? Всех ректоров приглашайте, они все болеют своей душой. Как только мы оторвем хотя бы психологически детей от тлетворного влияния вот этих всех социальных групп, и они в реальной жизни, в той же социальной или в очной форме гораздо с большим энтузиазмом они придут в тот же Дом дружбы и так далее, и так далее. Ну а техническое направление – это его направление, и дай бог здоровья. Наверное, еще раз к этому вернемся. Плюс Дворец пионеров. Ольга Владимировна, мы вы что скажете? призваны. Я больше ничего Юрий говорить не Витальевич, буду. ваше да. мнение тоже интересно. У нас не так много времени просто, и как-то резюмировать вот эту вот беседу, последний блок. Ну, я очень коротко скажу. Я абсолютно с вами согласен. Я обращался к родителям и сейчас обращаюсь. Побольше надо за детьми смотреть. Вот, собственно говоря, резюме. К сожалению, гаджеты нас побеждают. Посмотрите, как проводят время ваши дети. Они же не отрываются, они едят и одновременно смотрят что-то там. А вот это что-то там, вот оно и попадает сюда, в мозги детей. То есть просто побольше, я ничего нового не скажу, побольше надо обращать внимание на своих детей. И тогда все будет нормально. Уважаемые гости, к сожалению, мы ограничены в эфирном времени. Я бы с вами разговаривал еще не один час, потому как и темы у нас заявлены интересные, и мне очень приятно слушать умных, образованных людей. Но, к сожалению, видимо, не сегодня. Программа «Вечерняя смена» прощается с вами. Увидимся в ближайшее время.